والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Мы продолжаем с вами изучение Китаб аль-Джами' из Булуг аль-Марам, а именно главу, посвященную зикру, поминанию Аллаха Субхану ва Тааля и дуа. Следующий хадис в этой главе от Самура бин Джундуб, ради Аллаху Тааля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ахаббуль калями иля Аллахи арба', ла ядуррук би аййихинна бадат. Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла иляха илляллах, валлаху акбар». Самые любимые слова для Аллаха — это 4 слова. Неважно, с какого из них ты начнешь. Субханаллах, пресвят Аллах, далек Аллах от всякого недостатка. Вальхамдулиллах, вся хвала принадлежит Аллаху. Ва ла иляха илляллах, нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Валлаху акбар, Аллах превелик. Хадис, который передал имам Муслим. Итак, сказано в хадисе: «Ахаббуль калям иля Аллах», самые любимые слова для Аллаха. То есть речь, которую произносит человек. Из того, что произносит человек, самые любимые слова, вот те, которые приведены здесь, 4 слова. Очевидный смысл хадиса указывает на то, что сюда не входит Коран. Не входит Коран. Хадис не подразумевает Коран. Речь не идет о Коране. Почему? Потому что Коран — это не слово человека. Коран — это слово Аллаха Субхану ва Тааля. Если человек и произносит Коран, то он лишь произносящий его, но слово остается словом Аллаха Субхану ва Тааля, а не слово человека. Хорошо? Да, человек, читающий Коран, само чтение его, оно сотворено, голос — это голос человека, но читаемое — это есть Коран. Хорошо? Это и есть слово Аллаха несотворенное. То есть Аллах, он, который произнес Коран изначально. Поэтому здесь сказано 4 слова, то есть из тех слов, которые произнес человек, которые являются речью человека. Хорошо? И поэтому мы говорим, да, Коран сюда не относится. Конечно, так, если человек читает Коран, это самое любимое, что может человек делать, произносить. Хорошо? Из речей. Но речь это будет речь Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь же речь идет о чем? О словах, о речи? Да, человек, который произносит человек. Итак, самое любимое Аллаху Субхану ва Тааля, самое любимое из речей — это 4, сказано, неважно, с какого из них ты начнешь. Посмотрите, сказано 4 слова. Пророк алейхиссалату вассалям ограничил здесь числом, указал число определенное. На самом деле, почему пророк алейхиссалату вассалям называет здесь число 4? Смысл этого? Смысл этого, причина этого для того, чтобы заострить внимание слушателя. Это на самом деле прием пророка алейхиссалату вассалям, прием обучения. Пророк алейхиссалату вассалям лучший учитель. Это прием обучения, когда передаешь какие-то сведения, для того, чтобы человек лучше запомнил их, указать число. Хорошо? Сказано здесь 4. Но это не значит, что всего таких слов 4, что других слов нет. Хорошо? Но вот это вот число указывает на что? Для чего, вернее, указывается число, чтобы человек лучше запомнил, обратил внимание. Другой пример, пророк алейхиссалату вассалям говорит: 7 человек, которых Аллах Субхану ва Тааля укроет тенью, да, в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени, то есть той тени, которую создаст Аллах Субхану ва Тааля. Означает ли это, что только вот эти 7 категорий, они только будут укрыты тенью в судный день? Или, может быть, есть еще какие-то другие категории? Да, есть еще другие категории. Но зачем пророк алейхиссалату вассалям здесь говорит 7 категорий, которые будут укрыты? Для того, чтобы человек запомнил какие-то категории. Хорошо? Через запоминание вот этого вот числа он потом вспомнил, потому что их должно быть 7. Если просто перечислить, человек может что-то упустить, что-то забыть. Или сказано: «Салясатун ла юкалимуллах, ва ла янзуру илейхим, ва ла юзаккихим». 3 человека,
на которых 3 категории людей, с которыми не будет говорить Аллах, и на которых Он не посмотрит, и которых Он не очистит, то есть судный день. Означает ли это, что таких категорий, на кого не будет смотреть Аллах Субхану ва Тааля в судный день, или с кем не будет говорить Аллах Субхану ва Тааля в судный день, что их только 3? Нет. Есть и другие категории. Для чего, опять же, это указание вот этого числительного? Для чего? Чтобы лучше запомнил человек, чтобы не упустил ничего из вида, из того, что было сказано. Далее пророк алейхиссалату вассалям говорит, здесь неважно, с какого из них ты начнешь, из этих слов. Хорошо? То есть ты можешь говорить в любом порядке эти слова. Можешь сказать так: Аллаху Акбар, Субханаллах, Альхамдулилля, ля иляха илlallah. Или какой-то любой другой порядок. Пророк алейхиссалату вассалям подчеркивает это, после того, как перечисляет эти 4 слова, 4 выражения, подчеркивает, что неважно, с какого начать, для чего. Чтобы указать человеку, что здесь тартиб, то есть порядок от тебя не требуется. То есть указывает это для чего? Чтобы не возлагать на человека каких-то сложностей дополнительных. Потому что если будет просто сказано в таком порядке, человек, может быть, будет пытаться, что именно в таком порядке обязательно говорить их, чтобы облегчить, чтобы не возлагать на человека каких-то сложностей. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, вот так вот, неважно, с какого ты именно начнешь из этих 4 слов. Так, какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, сказано самые любимые слова для Аллаха. На что указывают вот эти вот слова пророка алейхиссалату вассалям? Самые любимые слова для Аллаха. Указывает на то, что Аллаха Субхану ва Тааля есть такой атрибут, как аль-махабба, то есть любовь. Одно из качеств, один из атрибутов Всевышнего Аллаха – это любовь, сообразно величию Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах, Он любит. И Аллаха любят. Аллах юхиббу ва юхабб. Это убеждение Ахля Сунна валь Джамаа, последователей Сунны, единой общины, что Аллах есть любовь, атрибут любовь, и что Аллаха любят Его верующие рабы. И доказательство на это в Коране и в Сунне пророка алейхиссалату вассалам. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фасауфа яати Аллах биқаумин юхиббухум ва юхиббуна». И Аллах приведет людей, которых Он любит и которые любят Его. Посмотрите, сказано «юхиббухум ва юхиббуна». Он любит их, они любят Его. На что указывает это? Что Аллах и любит, и бывает любим. Это очень важно, это, как мы сказали, убеждение предшественников, это убеждение Ахля Сунна, в отличие от последователей ереси, последователей калама, последователей нововведений. Часть из них говорит, что Аллах ля юхиббу ва ля юхаббу. Аллах и не любит, и не может быть любим. Они говорят, это не соответствует величию Аллаха. Когда же им говоришь, а как же Аллах говорит в Коране «Юхиббухум ва юхиббуна», Он любит их, они любят Его, они говорят нет. Когда сказано, что Он любит, речь идет о награде Аллаха, что Аллах, Он награждает. Поэтому нет такого любовь у Аллаха. У Аллаха есть что? Награда. А вот награждает, это и есть любовь. Хорошо, а когда любят Аллаха, сказано, они говорят, речь идет о том, что человек подчиняется Аллаху, покоряется Ему, вот это и есть любовь. То есть это подразумевается под любовью к Аллаху, а не какое-то чувство любви. Хорошо? Что мы скажем? Мы скажем, это искажение того, что говорит Аллах Субхану ва Тааля. Ведь Аллах не говорит здесь «я награждаю», и не говорит про тех людей, что они подчиняются. Да, из любви следует что? Награждение. Из любви рабов к Аллаху следует что? Подчинение им. Но это уже следствие. Хорошо? Поэтому нельзя искажать атрибут, трактуя его посредством упоминания чего? Следствий этого атрибута. Другие говорят, Аллах любит, но не бывает любим. Юхиббу ва ля юхабб. Хорошо? Есть третья группа, которая наоборот говорят. Не любит, но может быть любим. То есть у творений может быть любовь к Аллаху, но у Аллаха такого атрибута любовь не может быть, потому что любовь – это привязанность, потому что это, и это, и это. Хорошо? Это какая-то эмоция, Аллах от этого далек, говорят они. Но что мы скажем? Мы скажем, что все это ересь, все это ложь. Потому что огромное количество аятов и хадисов указывают нам на то, что Аллах есть этот великий атрибут. Аллах любит, и Аллах бывает любим. Причем любовь Аллаха Субхану ва Тааля, она может быть связана с определенным качеством, то есть наличие определенного качества у людей. Может быть связана с определенными личностями, может быть связана с определенными деяниями, может быть связана с определенными словами, может быть связана с определенными местами. Итак, что мы сказали первое? Любовь Аллаха может быть связана с определенными качествами.
То есть те, кто обладает этими качествами, на них распространяется любовь Аллаха Субхану ва Тааля. «Инна Аллах юхиббуль мухсинин». Поистине Аллах любит благодеющих. Качество какое здесь? Благодеющие. Аллах любит тех, кто обладает этим качеством. Или «Инна Аллах юхиббуль муттакин». Поистине Аллах любит богобоязненных. Здесь любовь Аллаха связана с чем? С качеством? Богобоязненность. Да, наличие таква, богобоязненности. Все люди, у которых есть это качество, Аллах Субхану ва Тааля любит их. Дальше, любовь может быть связана Аллаху Субхану ва Тааля с определенными личностями. Как в хадисе о человеке, который, когда читал в намазе Коран, заканчивал чтение свое сурой «Куль ху Аллаху ахад». И когда пророк алейхиссалату вассалям сказал сподвижникам спросить этого человека, почему он вот так вот заканчивает всегда чтение Корана в намазе этой сурой, этот человек сказал, потому что эта сура описывает Аллаха, описывает атрибуты всемилостивого Аллаха, и поэтому я люблю читать эту суру. И тогда пророк алейхиссалату вассалям велел передать сподвижникам, этому человеку, «Ахбируху анна Аллах юхиббу». Передайте ему, сообщите ему, что Аллах любит его. Эта любовь Аллаха связана с чем? С определенной личностью вот этого вот сподвижника. Аллах любит его. Еще другое сообщение, где пророк алейхиссалату вассалям во время одной из битв, взятия Хайбара, хорошо, именно, он сказал алейхиссалату вассалям: «Ля утиянна раята гадан, раджулян юхиббу Аллаху ва расуля, ва юхиббу Аллаху ва расуля». Я завтра вручу знамя, говорит пророк алейхиссалату вассалям, человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник. Это опять любовь Аллаха Субхану ва Тааля связана с определенной личностью. Именно личностью кого здесь? Али ибн Аби Талиба. Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху та'аля ан. Два человека, которые заслужили особой любви Аллаха Субхану ва Тааля, которая называется хулля. Не махабба, а хулля. Это степень любви выше, чем махабба. Хорошо? И они поэтому их называют халилуллах, то есть возлюбленные Аллаха Субхану ва Тааля. Это два человека, это наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и отец пророков Ибрахим, саллаллаху алейхи вассалям. «Ваттахаза Аллаху Ибрахима халила». Сказано, и Аллах взял себе Ибрахима халила, то есть возлюбленным. Дальше мы сказали, что любовь Аллаха Субхану ва Тааля может быть связана с определенными словами, как в этом хадисе. Да, наиболее любимые слова Аллаху, 4 слова, потом перечисляются. Дальше мы сказали, что может быть связано с деяниями. Например, «Ахаббу а'мали илаллах», «Ахаббу а'маль ас-салату аля вактиха». Наиболее любимое деяние Аллаху – это намаз, совершенный в начале времени. Дальше мы сказали, любовь Аллаха может быть связана с местами определенными. Поэтому сказано «Ахаббуль биқа'i илаллах масаджид». Наиболее любимые места для Аллаха на земле – это мечети. И так далее. Дальше. Итак, первый вывод из этого хадиса – это подтверждение чего? Наличия Аллаха Субхану ва Тааля, такого великого атрибута, как любовь. Дальше. Этот хадис указывает нам на то, что любовь Аллаха Субхану ва Тааля бывает разной степени. Хорошо, что-то Аллах Субхану ва Тааля любит сильнее, что-то меньше. Откуда мы взяли этот вывод из хадиса? От слова «ахаббу» – наиболее любимые слова, наиболее любимые. То есть это прилагательное какое? Сравнительное. Значит, есть что-то более любимое, что-то менее любимое. Правильно? Из этих слов «ахаббу» – более любимый, наиболее любимые слова. Дальше мы делаем вывод из этого хадиса, что эти 4 слова, которые здесь указаны, они занимают высокое положение, почетное положение, что эти слова, которые любимы Аллаху Субхану ва Тааля. И самое любимое из того, что может сказать раб Аллаха, самое любимое для Аллаха, как сказано здесь. И, конечно, хадис указывает нам или побуждает нас к тому, чтобы произносить эти слова часто. Потому что верующий человек, если он знает, что Аллах что-то любит, если он знает, что Аллах любит эти слова, разве это не побудит его произносить эти слова часто? Слова Аллаху Акбар, слова Субханаллах, слова Ля Иляха Илlallah, слова Альхамдулилля. Он будет стремиться делать это для того, чтобы заслужить любовь Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что любовь Аллаха Субхану ва Тааля человек заслуживает как?
если он следует за тем, что Аллах передал через своего пророка. Здесь сказаны любимые слова для Аллаха, эти 4 слова. Если человек будет делать это, то тем самым заслужит любовь Аллаха Субхану ва Тааля, потому что сказано: «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной, то есть за пророком, алейхиссалату вассалям, и тогда возлюбит вас Аллах. Это что касается данного хадиса.